Эксперт оценил достоверность тестов на коронавирус в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете всю правду о ситуации со смертями от пневмонии в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Коронавирусы были открыты в 1965 году. Сегодня их известно 38 видов. Из них 6, которые способны поражать человека. В Таджикистане была зарегистрирована вспышка тяжелого гриппа. В результате у заболевших развивались различные осложнения. Несколько человек скончались. На фоне пандемии коронавируса эта ситуация вызвала панику у местного населения. Понимаете, в чем дело? Опасность, конечно, преувеличивают, когда называют слово «апокалипсис», когда мне так говорили, это я ведь не придумываю. От пневмонии люди умирали всегда. Это тяжелое заболевание, особенно двустороннее воспаление легких, и это нередко кончалось летально. В России тоже умирают от пневмонии, не вызванной коронавирусом, а пожилые люди особенно находятся в группе риска, сказал Зуев. Как вы относитесь к такому мнению эксперта? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Значит, конечно, это опасно, конечно, это, в общем, что называется, беда, безусловно. Если в Таджикистане не обнаружен коронавирус, можно только радоваться, добавил Зуев. Ученый отметил, что тесты, которые сейчас используются, хорошие. Они определяют наличие вируса даже в случае его бессимптомного присутствия, а это самое главное. Конечно, меры, которые сейчас приняты, они совершенно адекватны, это все правильно. К сожалению, китайцы несколько, проморгали, понимаете. Вот первые дни они, видимо, колебались, не зная, так сказать, что из этого выйдет. Это скрытая форма вирусной инфекции, то, что наиболее широко распространено, считает эксперт. По его мнению, когда начнут более широко применять тесты, то процент бессимптомных положительных результатов будет все увеличиваться и в конце концов превзойдет число людей с симптомами. С приходом лета ситуация резко поменяется в лучшую сторону, так же как это происходит с гриппом. Летом гриппа нет, а коронавирус, как и вирус гриппа, пневмотропный вирус, то есть он поражает дыхательные пути, считает вирусолог. Он добавил, что в теплое время года повышается иммунитет, ситуация становится неблагоприятной для вируса. Все это вместе приведет к тому, что эпидемия уже скоро закончится, подытожил Зуев. Но, тем не менее, общими усилиями, когда все объединены одной идеей, в общем, значит, как-то приостановить этот процесс и побороть этот коронавирус, я думаю, что это будет, конечно, очень скоро иметь свои плоды положительные. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи.